эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Массовая иммунизация от гриппа и ОРВИ проходит в Якутии. Более 60 мероприятий, посвященных древнейшему искусству Аланхо, состоятся в республике. Уникальная выставка картин незрячих художников представлена в Якутске. Указ главы республики о введении QR-кодов в общественных местах стал главным вопросом повестки круглого стола Общественной палаты региона. Заседание в режиме видеоконференц-связи прошло с участием порядка 200 человек, среди которых общественники, представители бизнес-структур, а также регионального Роспотребнадзора. Предприниматели отметили, что благодаря внедрению системы QR-кодов они до сих пор продолжают работать. Вместе с тем поступили жалобы на огромное количество проверочных мероприятий. Только на прошлой неделе прошло 800 рейдов, среди которых выявлено всего 38 нарушений законов, приводит цифры профильное министерство. Проведение таких мероприятий, оно дает понять, насколько сегодня общество готово к введению таких ограничительных мероприятий. И прослушав информацию и со стороны бизнес-сообщества, и со стороны общественников, юристов, и общественности пациентской среды, да, мы сегодня можем сказать, что где-то 70-80% населения сегодня готовы к введению QR-кодов. И именно сегодня вообще общество понимает, что именно такие ограничительные мероприятия могут сохранить жизнь и здоровье наших людей. На сегодняшний день введение QR-кодов не только на территории Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, а в целом в мире, она именно поддерживается, именно права, конституционные права любого гражданина мира. Потому что это сохранение его здоровья, сохранение его жизни. В республике продолжается массовая иммунизация населения от гриппа и ОРВИ. В этом эпидемическом сезоне планируется охватить вакцинацией 60% населения, в том числе 217 тысяч детей и 363 тысячи взрослых. Бесплатную вакцинацию против гриппа можно получить по месту жительства или работы, а также в прививочных пунктах вакцинации. Туристические маршруты Якутии признали одними из лучших в стране. В топ-10 программ всероссийского проекта «Открой свою Россию» по итогам народного голосования вошли 3 туристических маршрута по республике. Помимо голосования за маршрут проходило соревнование регионов. Якутия заняла 4-е место. Подробнее Саргалана Неустроева. Лазурные берега, пальмы и всем известные исторические достопримечательности медленно отходят на второй план. Теперь туристов, как уверяют специалисты, привлекают места, которых не встретишь на обложках глянцевых журналов, не изнеженные вниманием приезжих, с национальным колоритом, бескрайними дикими просторами. И Якутия может все это предложить. На сегодняшний день в республике активно развивается экологический, этнографический, научно-экспедиционный и экстремальный туризм. Более того, количество туристических маршрутов ежегодно растет. Только в прошлом году в республике насчитывалось всего 19 турагентств. Уже сегодня их количество достигло 30, и все они предлагают более 200 маршрутов. Мы понимаем, что интерес к этнокультурному, этнографическому туризму растет из года в год. И, конечно, здесь у Якутии огромный колоссальный потенциал. Вообще, то, что мы видим рост интереса к территории, это ситуация, которая складывается из огромного количества факторов. Немаловажную роль в развитии туристической республики сыграл и локдаун. Границы закрылись, люди оглянулись по сторонам и поняли, что и Якутия может предложить немало интересного. Кроме того, помощь местным предпринимателям оказало и министерство. На сегодняшний день для предпринимателей сферы туризма реализуется ряд мер поддержки. Одна из самых популярных – это субсидия на возмещение затрат, а также на реализацию новых проектов, связанных с созданием круглогодичных объектов размещения на территории Турбаз. На сегодняшний день конкурс у нас уже завершился. В ближайшие дни будет комиссия по определению победителей, и средства до 1 миллиона рублей получат порядка 15 предпринимателей Республики Саха-Якутия.
Между тем, именно круглогодичность туристического сезона в республике и отмечают как одну из крупных составляющих ее потенциала. 45% туристов приезжают к нам зимой и 55% приезжают к нам летом. В межсезонье многие туристические территории недоступны, достаточно сложно доехать, но вполне доступно сегодня посетить территории с авиатранспортом. Да, у нас постоянно летают самолеты и в арктическую зону, и туристы, которые заинтересованы в посещении этих территорий, они такую возможность тоже имеют. А тем временем впервые в этом году был запущен проект «Открой свою Россию», в котором наши предприниматели приняли участие. Первый этап – народное голосование – они успешно прошли, заняв сразу 3 места в топе лучших туристических маршрутов. Итоги конкурса станут известны уже в декабре. Победителями станут 30 маршрутов, которые помимо поддержки организаторов и партнеров конкурса приобретут статус «национальный брендовый маршрут». Сарглана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. На территории региона стартовала декада, посвященная Аланхо. Так пройдут круглые столы, опен-лекции, мастер-классы. В учреждениях культуры будут работать выставки, в Саха-академическом театре пройдут театральные спектакли. В целом программа декады очень насыщенная и продлится это все до 5 декабря. Также, как сообщил министр культуры региона Юрий Куприянов, начала свою работу комиссия по проведению в следующем году юбилейного эсэха Аланхо в Верхневилюйском Улусе. Это мероприятие планируется провести на высоком организационном уровне с участием иностранных гостей. Также большая работа в следующем году планируется по поддержке домов культуры в районах республики. Одним из тоже главных событий продолжения развития исследования, достижений в сфере Аланхо у нас будет юбилейный эсэх Аланхо в этом году, в 2022 году, вернее, в Верхневилюйском районе, куда мы решили в этом году для торжества, для события знаменательно пригласить шедевры ЮНЕСКО, те, которые у нас такие фестивали уже проводились. Я думаю, что это тоже поддержка в целом направления эпического наследия. Есть поручение главы нашей республики Арсения Сергеевича Николаева о продолжении этого вопроса. И мы будем строить, вернее, систему, организацию работы домов Аланхо в наших муниципальных образованиях именно по направлению того, чтобы дальше то, что здесь нарабатывается институтом, нарабатывается театром, сообществом ассоциации Аланхо, дальше развивалось и передавалось в муниципальное образование, где у нас есть уже порядка 15 домов Аланхо, которые активно работают в этом деле. И то, что дома Аланхо будут, вдохнем там как бы новую жизнь по поручению главы нашей республики, будет иметь значение и воспитание нового поколения. Благодаря реализации проекта «Пушкинская карта» на территории региона учреждения культуры в целом заработали уже более 2 миллионов рублей. Что за проект, кто и как может воспользоваться Пушкинской картой, расскажет Дмитрий Тымыров. Целью этого проекта является приобщение молодежи к культуре. Якутия начала реализовать данный проект в учреждениях культуры с сентября этого года. И за это время им воспользовались уже более 3000 якутян до 23 лет. Мы в этом году привлекли уже более 2 миллионов рублей в наше учреждение. Для нас это внебюджетные доходы получается и общение с юным зрителем, с нашим будущим. Каждое театральное учреждение, каждый музей должен воспитывать свое будущее. Еще раз напомним, что данной картой могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет. Обязательным условием является оформление виртуальной банковской карты в Почта-банке, куда после регистрации через госуслуги будут поступать денежные средства для посещения музеев и театров. Мы сегодня подключили почти все наши основные учреждения, музеи и театры. Осталось несколько музейных учреждений, которые дорабатывают билетную кассу. Мы год закроем. Год, можем сказать, был тестовый, с сентября до декабря. 3000 рублей получает гражданин Российской Федерации, который ему исполнилось 14 лет и еще не исполнилось 23 года. Эти 3000 он может потратить на оснащение своего культурного багажа. Это вообще позитивное такое направление. Следующий год, уже 2022 год, эта сумма будет увеличена до 5000 рублей. Ну а лидером по привлечению участников Пушкинской карты стал театр оперы и балета. Именно на их спектакли сегодня активно ходит молодежь столицы. Далее идут Русский драматический театр и замыкает тройку Саха-театр, который вступил в эту программу лишь в начале этого месяца, но уже пользуется большим спросом. У нас
Система Пушкинской карты работает с ноября месяца. Ровно выпущили с 4 ноября, заработала. На сегодняшний день реализовано 242 билета. Билеты можете вы покупать через ссылку, которая у нас выложена на официальной странице театра Инстаграм. Мы приступили к работе по Пушкинской карте с 1 сентября. На сегодняшний день у нас порядка 500 билетов продано. Вот. Конечно, хотелось бы как-то увеличить темпы и количество посещений по Пушкинской карте представляемых. Ну, для этого мы делаем все возможное. На сегодняшний день у нас, к тому же, сейчас ведется работа над 2 премьерами. Первое – это, скажем так, это из категории детских спектаклей. Спектакль для семейного просмотра «Кентервильское привидение». Премьера состоится буквально 25 декабря. И готовим также еще подарок для наших зрителей. Это будет новый музыкально-драматический спектакль под названием «Машина времени». Среди музеев большим спросом пользуется Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия. Ну а в конце хочется отметить, что в следующем году данный проект заработает и в районах республики. А это значит, что культура для молодежи станет еще ближе. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Первую выставку картин людей с проблемами со зрением презентовали в Якутске. Участниками данного проекта являются незрячие разных возрастов и пола. В картинах они отразили свое видение мира, каким они его представляют, ощущают свои мысли, мечты, любовь и воспоминания. Каждая картина заставляет переживать глубокие чувства, погружаясь во внутренний мир человека, который вынужден жить в беспросветной темноте. Проект призван обратить внимание не только на жизнь слепых и слабовидящих, но и на бессмертное искусство, позволяющее дотронуться к красоте нашего мира всем без исключения. Эта картина называется «Автопортрет мой», в жанре абстракционизм. Он отражает мои качества: добро, терпение и скромность. И там впоследствии добавилось еще пороки и охранители, и сила духа. Такова информация к этому часу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Еще больше информации на наших сайтах yak24.ru и nvk-online.ru.